Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Возлюбленные Господи, братья и сестры, спаси Господи за ваши святые молитвы. Сегодня, как и во все пасхальные дни, мы с вами слышали Евангелие от апостола-евангелиста Иоанна Богослова, в котором был рассказ о том, что народ видел многие чудеса, сотворенные Господом Иисусом Христом, и видел кормление людей в пустыне 5 хлебами, 5000, кроме жены детей, и другие многие чудеса. И народ начал говорить, что воистину это пророк Божий, посланный в мир, и захотел его сделать царем своим израильским. Вот как действительно того Мессию, которого и ждали израильские люди. Но Господь уклонился от этого и ушел в гору один помолиться, потому что Господь ищет не земного царствия, не создания земного царствия, потому что наше время земной жизни очень короткое, и земное царство, любое, самое сильное, какое бы оно ни казалось, владеющее миром, богатое, но оно царствует короткое время, и потом обязательно падает, и рассыпается, и ничего не остается от этого царства. Потом возникает другое царство, третье, четвертое. Вот. Поэтому нет особого смысла главные силы души полагать на созидание земных царств, земных богатств, земной славы, земных почестей, земных должностей. Это же все приходящее, оно закончится, причем очень быстро, каким бы незыблемым оно ни казалось. Вот был такой момент, когда ученики Господа Иисуса Христа вошли в Иерусалим и сказали: «Господи, посмотри, каковы здания красивые, и какой храм красивый». И Господь говорит: красивые, но камня на камне от этого не останется. Вот оно кажется монументальное, большое, красивое, но все абсолютно рассыпется. И поэтому Господь не искал себе земного царства. Зачем трудиться создавать временное? Надо дорожить своей жизнью. Она дана единый раз нам здесь, на земле. И время наше дорого, и главные силы души для созидания земных богатств, земных сокровищ, земных царств не надо тратить. Мы же их потеряем. Зачем, если мы растратим все главное на созидание земных сил, а потом с этим расстанемся, когда умрем? А умрем очень быстро, потому что время быстро летит, не лукавая суть. И поэтому мы не останемся ни с чем, если будем созидать царствия земные, в первую очередь, забыв о стяжании благодати Святого Духа, оставив на потом спасение, исповедь, причастие, молитву. И вот Господь ушел действительно от этих людей, чтобы сделать им земного царя. И еще почему они хотели делать Господа Иисуса Христа земным царем? Они видели, какие многие чудеса Он делает. Захотели покушать, Господь в пустыне их накормил. И не надо трудиться, они подумали так. Может и накормить, может и одеть, может исцелить, без долгих хождений по врачам, без долгих посещений аптек, очень дорогостоящих и всего прочего. Исцелять, кормить, одевать, защищать может Господь. Вот пусть будет нашим царем, и наступит наша безоблачная жизнь. И еще от этого уклонился Господь, потому что безоблачная жизнь, бесскорбная жизнь здесь на земле – это погибельная жизнь. Человек стремится к погибели, когда он хочет жить без скорбей, без проблем, без напряжения. Тогда он начинает деградировать, потому что в нем произрастают в человеке по его повреждению страсти греховные. Главная страсть – это гордыня, от нее все остальные исходят. И блуд, и пьянство, прелюбодеяние, и сребролюбие, зависть, и все прочее. Это как поле, на котором оно мертвым почти никогда не бывает. Земля наша плодородная, родная, она всегда что-то произрастает на ней, на нашей земле. Если не произрастают злаки, полезные в пищу, произрастают сорняки. И если над полем, над любым, самым-самым лучшим, самым плодородным не заботиться каждый день неустанно, каждый день, выпалывая сорняки, поливая, удобряя, засевая полезными злаками, отгоняя хищных птиц, которые хотят исхитить от наших плодов, поесть то, что мы произрастаем, то это тело, то поле, если над ним не трудиться, оно приходит в запустение и произрастают на нем сорняки, которых использовать ни в чем невозможно. Даже печь
ими топить нельзя. Вырвал сорняки, высушил пусть, но бросил в печь, они мгновенно сгорают. Раз, и нету их. Вот точно так же любая человеческая душа, самая какой бы она себя не считала лучшей, а я хорошая, думает душа, я праведная, святая, в храм мне ходить незачем, пусть туда грешники ходят, а я лучше всех. Вот эта душа, как это поле. Если каждый день над ней не работать, она зарастает сорняками. Если мы не получаем в нашей жизни скорби, болезни, неприятности, какие-то нестроения, что-то в жизни не получается, то мы тогда не сопротивляемся ничему, а позволяем расти все как есть в нашей душе. И вырастают сорняки. Если засеять пшеницу хорошую и бросить поле, вырастет эта пшеница хорошая? Нет, ее заглушат сорняки, они быстрее растут, им легче расти. Они не напрягают землю и самую себя, чтобы дать плод полезный. Они пустотелы, пустоцветы. Поэтому пустотел и пустоцвет, ему легче расти, потому что он не напрягается, растет так, как он есть, не плодоносит. Вот точно так же и душа человеческая, которая не борется со грехом, не борется со страстями своими, не преодолевает скорби и искушения, она становится пустотелом, пустоцветом, бесплодно, бессмысленно живет на земле. Считайте просто хорошей, а я хорошая, и все ладно, и так и будет. Хорошая ты, душа, конечно, но если ты не борешься со грехом, ты производишь грех, ты производишь гордыню, незаметно для себя. Уже в слове «я хорошая» сколько уже гордыни исполнено это утверждение. Уже в утверждении, что я не хожу в храм, что у меня нет грехов, сколько гордыни в этом утверждении. Человек уподабливает себя безгрешному Богу, только один Бог без греха. И человек, который не ходит в храм, часто уподабливает себя Богу, а Бог здесь над всеми людьми. И Он себя уподобляет тому, кто над всеми людьми. Я над всеми людьми, я без греха, в храм ходить мне не надо, пусть другие ходят. Нет времени у меня более важные дела, чем спасение души. И поэтому, конечно же, братья и сестры, Господь уклоняется от этого земного царствия, чтобы не сделать всеобщее благоденствие. Всеобщее благоденствие – это противоречит интересам Божиим. Всеобщая безоблачная жизнь, без напряжения, без искушений, без скорбей. Господь сам нам говорит, что многими скорбями надлежит войти вам в Царствие Небесное, а люди стремятся к избавлению скорбей. То есть к избавлению вместе со скорбями от твердости духа, от смирения перед Богом. Когда у нас скорби, мы смиряем нашу гордыню, видим, что происходит все не по нашей греховной воле, а по воле Божией. Стараемся познать эту святую волю Божию в нашей жизни. И если нет в нашей жизни скорбей, то нет и терпения. А нет и терпения, то нет исполнения заповеди Божией. В терпении вашем стяжите души ваши. Не обретаем мы свои души живыми. Если нету скорбей, которые так, пусть горько, но исцеляют нашу душу, как любое горькое лекарство. Если нет скорбей, душа наша развивается, не боясь Бога, превозносится, кичится сама собою. Ей не нужна молитва этой душе. О чем молиться, о чем просить? Все и так есть, все и так благоденственно и хорошо. Душа только в скорбях пребывающая вопиет Богу и плачет с просьбой о помощи. Есть такой угодник Божий, который недавно ушел от нас в Царствие Небесное, Иоанн Крестьянкин, который говорил так, что в своей жизни, даже будучи старцем и чудотворцем, он говорит так: никогда я так не молился, как когда находился в тюрьме. Место скорбей, место решения, вот там молитва его была самая пламенная, самая искренняя, самая богоугодная. Вот так и мы с вами, когда в скорбях находимся, в бедах и борениях, душа наша, она действительно молится, а раз она молится, она и дышит благодатью Святого Духа. Она находится в Богообщении, она вопиет Богу и просит Его помощи искренне,
по-настоящему, неформально вычитывая какие-то правила и фразы, а действительно вопия, ища Бога в своей жизни, потому что если не найдет она его Господа, Бога, живаго, то погибнет, то будет одарена скорбями и унынием, и отчаянием, и не будет ей помощи и спасения. И поэтому душе ничего не надо, как только найти живаго Бога, встретиться с Ним и спросить у Него для себя помилования, разрешения от грехов и помощи в преодолении скорбей и искушений. И поэтому, братья и сестры, конечно же, стремящиеся к земному благоденствию, стремятся к погибели. Стремиться надо к Царству Небесному, стремиться надо в вечную жизнь. Надо стараться, чтобы те скорби, которые попускает нам Господь, мы воспринимали их как радость для себя, как лекарство для себя, как помощь Божию, как еще одну ступень Царствия Небесного. Не роптали, не унывали от того, что есть скорби, а радовались им. Мы ими приходим в Царство Небесное, ими приближаемся к Богу. И сегодняшнее Евангелие заканчивается такими словами Господа нашего Иисуса Христа. «Ищите же не брашна временного», то есть вот той еды, которую получили люди в пустыне, 5 хлебами были накормлены 5000 один раз и 7000 другой раз, мужчин, кроме жены, детей, еще и женщин, и дети. И вот не этого брашна ищите, не этой пищи, не ищите земного благоденствия, а ищите пищи небесные, небесного брашна, которое вводит нас в вечную жизнь. А что такое, которое даст нам Господь Иисус Христос? Что такое это небесная брашна, небесная еда, которая вводит нас в вечную жизнь? Та, о которой говорит нам Господь со страниц Евангелия, и который рассказывает о Его славном распятии и воскресении. Он говорит нам на Тайной вечере: «Примите, ядите, сесть тело мое, еже завыломимое во оставление грехов. Пейте от нее все, показывая чашу, сесть кровь моя Нового Завета, еже за вы и за многие изливаемая во оставление грехов». Вот это вот и есть еда, брашна, которая ведет нас в вечную жизнь. Тело, говорит нам Господь, Его пречисто ешьте, тело Христово, и кровь Его пейте, и будете иметь жизнь вечную. А еще пусть душа ваша дышит молитвой, постоянным обращением к Богу. А еще пусть душа наша будет чиста, потому что когда она исповедуется и кается во грехах своих перед причастием, она омывается, она становится чистой, ибо исповедь есть баня для души. Душа омывается, очищается, и светлая, чистая, помытая садится за тайную вечерю со Господом на божественной литургии, когда она причащается и вкушает вместе с апостолами и со всеми святыми, от века Богу угодившими, пречистое тело и пречистую кровь Господа нашего Иисуса Христа. И этим вкушением вводится в вечную жизнь, имеет жизнь в себе, и на суд не приходит, но приходит в вечную жизнь со всеми святыми, от века Богу угодившими. Аминь. Помоги, Господи, братья и сестры, возлюбленные о Христе, чтобы мы с вами вкушали эту небесную пищу, тело, кровь Господню во все дни жизни нашей, терпели и радовались скорбям, которые вводят нас в вечную жизнь, умножая в нас терпение, покаяние, смирение перед Богом, дышали молитвенно, в молитвах воздыхали ко Господу, стяживая благодать Святого Духа, омывали свои души исповедью в святом православном храме и покаянием. И пусть вся эта благодать нас радует и делает счастливыми здесь и в вечности со всеми святыми от Бога, от века Богу угодившими. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!